один из осенних дней прокатиться на троллейбусе по живописным местам старых кварталов нашего города – особенное удовольствие для каждого, кому захотелось бы в эту удивительную, несколько грустную осеннюю пору почувствовать особый аромат жизни. Мы с оператором так и сделали. Сели в первый попавшийся бело-оранжевый у площади по улице Арзенба и отправились прокатиться по дождливому Сухуму. А вот побеседовать с людьми в такой день в троллейбусе оказалось делом непростым. Как раз на камеру люди отказывались говорить, и некоторые из них поспешили указать нам на то, в каком обветшалом состоянии находится салон транспорта, заношенные старые потрепанные сиденья, а кое-где в такую погоду, как эта, в салоне подтекает крыша. Но тем не менее все люди отмечают тот факт, что именно троллейбусы на сегодняшний день остаются для многих жителей Сухума самым удобным и даже излюбленным видом транспорта, которого дожидаются с нетерпением и без которого едва ли возможно представить нашу городскую жизнь. Мне нравится, в принципе, кататься на троллейбусе, потому что там комфортно, очень много места, и как в маршрутке, предположим, мы не сближаемся очень сильно с людьми. Работа как таково, она не тяжелая, но надо иметь железные нервы. Вот единственное, что я могу сказать. То есть терпение. У нас пассажиропоток очень разный. По нраву, по характеру и так далее и тому подобное. И вот надо просто... Откуда? Нет. Ну, трое, что делать, если нету сдачи? По словам этого водителя, настроения у людей бывают самые разные. Но он свои обязанности знает, и самое главное для него – это выработка терпения по отношению к людям. Многое приходится успевать и делать водителю, и учитывать. Управление таким габаритным транспортным средством, как это напряженный и ответственный труд, который требует определенных навыков. Нужно внимательно следить за дорогой, соблюдать правила дорожного движения, вместе с тем обслуживать пассажиров, взимать плату за проезд, минимизировать по возможности ожидания людей на остановках и другое. И все же именно атмосфера доброжелательности – это то главное, над чем считает нужным работать наш водитель. Стараться для людей, понимать их нужды и быть в этом смысле ответственным человеком в своем деле. Я первый раз села в троллейбус, великолепно. Это троллейбусное хозяйство. Много лет троллейбусы у нас в Абхазии. Моя мама еще начинала с этой деятельности. Так что только немножко, конечно, нужно отремонтировать. Едут старики в новый район, я-то не езжу. Но желательно сделать капремонт. Пока мы катались на троллейбусе с оператором, снимая людей и беседуя с водителем, а еще и со стажером, молодым человеком, который сегодня впервые обучался практическому вождению несколько часов люди тем временем выходили и заходили. У некоторых из них не оказалось разменных денег, чтобы оплатить проезд, и наш шофер, нисколько не смущаясь по этому поводу, отпускал их. Кто-то покидал салон, не оплатив, но прокричав громогласно «спасибо». Кто-то и вовсе сходил так, а одна бабулечка угощала на выходе конфетами вместо денег, при этом выговаривая водителю еще и за то, что тот проехал недавно мимо нее, не заметив рядом с остановкой. Я их стараюсь обучать на остановках, потому что я создаю сзади аварийную ситуацию, если я вне остановки останавливаюсь, понимаете? И некоторые понимают это и воспринимают как должное. Ну, есть такие моменты, есть, я не спорю. Начала администрация остановки обновлять, делать удобства. Это вот так вот вещь, класс. И это было очень весело наблюдать, поскольку люди, пользователи транспорта, зачастую знакомые друг с другом люди, и водитель, для которого благожелательная атмосфера в его салоне машины не на последнем месте. Все как семья, а для семьи хранить мир при любых обстоятельствах – дело главное. Ремонт нечем делать, выбиваем эти запчасти, слава богу, спасибо, помогает администрация с запчастями. Вот. Но все равно. Машины потихоньку, 30 лет вот этой машине уже, считайте, почти 30 лет.
когда ее получили. Может, меньше. Я точно не могу сказать. Я полюбил эту работу. Вот единственное. Если человек лишь бы прийти, да, вот так вот, вряд ли он сможет выдержать определенное время работать здесь. Он не выдержит. Надо полюбить эту работу, настраиваться на эту работу обязательно. И иметь подход к людям. Первая причина, почему я решил, это стабильный заработок. Да, ну так как, в принципе, работы легкой не бывает, это и так понятно, но почему решил попробовать. Начальство приятное, очень общительное, предоставляет, то есть, все условия для работы. Это немаловажная вещь, которой на сегодняшний день, в принципе, здесь очень сильно не хватает. Сейчас мы находимся в троллейбусном парке. Здесь не очень весело, потому как первое, что бросается в глаза, особенно в такой дождливый день, некоторые запустилась территории, и в основном старые, одиноко стоящие, выведены из эксплуатации машины. Выяснить о том, как работает в целом на сегодняшний день троллейбусная система в городе, мы отправились к руководству парка. Троллейбусы работают, но причина поломок это из-за того, что транспорт старый, но благо у нас есть возможность, это мы, от администрации, у нас с запчастями проблем особо нет, ничего, просто у нас проблема вот сейчас, в данный момент, большая, это у нас нету водителей. Пользуясь случаем, вот мы приглашаем, у нас открыты вакансии, и водитель троллейбуса, и слесарь-механик, и по контактной части. Здесь у нас есть водители со стажем, более 10 лет, которые работают, которые обучать будут. Сейчас не обязательно обладать, водительскими правами в плане, стаж иметь большой, мы берем от 20 лет, можем взять ребят, обучим их, категорию им откроем. О том, что проблемы у троллейбусников есть и их немало, новому молодому руководству троллейбусного депо хорошо понятно. Много троллейбусов простаивает в ремонтах, и на линии выходит очень маленькая часть троллейбусного парка. Машины старые, и им, конечно же, необходим капитальный ремонт, для которого мало условий и нет специалистов. Но все же есть плюсы. С некоторых пор действительно наблюдается увеличение численности персонала, повысили зарплаты, и многие, именно молодые люди, заинтересованно потянулись обучаться, чтобы начать работать. Некоторые уже работают. Приятное начальство, готовое во всем помочь начинающему. Удобный график, стабильный заработок. По всему поэтому, как объясняют начинающие водители, появилось желание попробовать и хотя бы начать. كمان ساكتون أشكن سواس شادو يحي يسيرزون أشكن ساكتون سنو أخن وس خنز استروى كمان زل نوقش استروى دخلت وس زيف سميزبان زريحة يدوب 12 متر يوب 12 طن يوب ну يحرك زيتشكو برا ناي نسوي نستوى أتصوب بزبنزر وارا وعنقو جود خان قلتو ينتال واخو بشروب ينتز واخو بشروب ونبشار بشروب ну Молодые люди за рулем такой габаритной машины. Насколько ладно управляются они на дорогах, ведь в некоторых случаях кое-кто из них, как было замечено именно пассажирами, норовит увеличить скорость, которая для водителей максимально конструкционная по правилам. Чтобы прям так лихачили, у нас такого я не замечал на самом деле, потому что, в принципе, тяжело на троллейбусе лихачить. Он не позволяет и габаритами, и у него скорости такой нету, чтобы он разогнался. И в плане того, в этом плане нет. И приходят уже вроде молодые ребята, но серьезные, которые, и они знают, они не приходят просто полихачить. Это не транспорт, не такси, или не частный же. Они понимают ответственность и то, что они везут пассажира, и мы им это объясняем. По словам главного инженера Чамаго, для того, чтобы привести в надлежащий вид троллейбус, после рабочего дня машину ежевечерне убирают, подготавливают. Молодое руководство парка старается. Каждый день на работу могли бы отправляться в полной готовности около 9 троллейбусов, если бы было кому работать. Но все же пока еще актуальным продолжает оставаться кадровый вопрос. I guess it's
مشبجيك عرضت عتسا حرتت يحبشارت سيريات أخوة عامة أخوة رويادك كرسادارن يقوى سبيциалист شو عجنا مش بحضور حتخوب مزقعرة عام تحقر حتى غلاب يحضروا يدوجو خوشك حترانسبورت تسخرار شات خويا ويزوحن جي أتشحرجي بشبا خبا в поробе черцу. Бузиги высыпают с бараха чуб. Напомним, что Сухумская троллейбусная линия – одна из старейших на Кавказе. Движение троллейбусов в столице Абхазии было запущено в 1968 году. В советские времена троллейбусный парк Сухума насчитывал до 50 машин. Было 4 маршрута и коллектив около 200 человек. Ежедневно выпускали на работу до 15 троллейбусов по 4 маршрутам. Особенно летом, по словам Александра Харазия, бывшего директора троллейбусного депо Сухума, перезагрузки, с которыми приходилось справляться коллективу парка того времени, из-за наплыва отдыхающих были очень интенсивными. И он, сегодня, будучи помощником молодым, на должности заместителя директора немного удрученно вспоминает о том времени, когда троллейбусный парк с его укомплектованным коллективом и инфраструктурой троллейбусного депо был оживленнейшим местом города, когда работали все цеха, были актовые залы, специализированная школа для подготовки стажеров, токаря, слесаря, сварщики и даже кузнец тоже был. Я строил эту организацию, я эксплуатировал эту организацию, я работал 41 год в этом предприятии, из них 35 лет руководителем. Вот. Мне пришлось и строить, и заново строить после войны. Но не только довоенное время, греющее душу воспоминаниями, будоражит память сегодняшнего зама Александра Харазия. Он помнит, сколько труда и ответственности проявляли люди, вновь запуская систему, тогда под его руководством сразу по окончанию войны, и с какой радостью это было воспринято людьми. Сразу же 27 числа город освободили, 28 числа мы уже начали, собрал я коллектив. В основном, значит, работа, значит, троллейбусы много были, ну, разбиты там и так далее, которые можно было хотя бы восстановить. У меня был главный инженер Козырев Иван Иванович, он возглавил, значит, именно водительский состав по восстановлению троллейбусов. А я, ну, основное, значит, что повреждение было, это контактная сеть по линии, значит, все у меня было на земле, как бы пережевано и так далее. И я благодаря контактникам и водителям автовышек пришлось, ну, тем более тогда была и зима немножко, как бы более холодная. Но в течение, значит, вот мы начали 28 сентября, и где-то в начале декабря мы уже, значит, сделали, чтобы троллейбус могли выехать. Я, откровенно говоря, так очень, особенно на маяке, когда мы пустили, женщины, пожилые женщины плакали аж от того, что пошли первые троллейбусы, ну, как бы жизнь восстанавливается и так далее. И мне просто, ну, как-то на душе осталось это впечатление очень такое. Когда будет обновляться троллейбусная система нашего города на сегодняшний день, неизвестно. Проезд на нем по-прежнему остается очень щадящим для людей – 5 рублей. Но среди других видов городского пассажирского транспорта именно троллейбус, наш бело-оранжевый, цвета багряной осени, все еще продолжает оставаться у жителей Сухума самым популярным. Это уже один из символов современного Сухума. Может быть, еще и потому, что он самый экологичный, малошумный и недорогой.